Туризм – это, конечно же, отдых, но это уже не тюленей отдых на заграничных all-инклюзивах, ну и не в палатке на берегу местного водохранилища. Вот какой нынче современный туризм? Давайте поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю гостя в студии Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Зухра Мулитбаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Первый вопрос, наверное, впервые у нас министр вообще именно в этой отрасли, в этом направлении женщины. А женщины что любят? Они любят комфортный отдых с условиями. Каким вы видите именно развитие туризма у нас в Башкортостане? Как женщина или как министр? Ну, наверное, скажу как министр. В первую очередь, конечно же, хочется, чтобы все, кто приезжает к нам, кто отдыхает у нас в Башкортостане, чувствовали себя комфортно, безопасно, защищенно и, конечно же, получали удовольствие от нашей природы, от наших исторических особенностей. И вообще, пребывая в Башкортостане, чтобы оставалось самое лучшее впечатление. А поэтому, действительно, вы правы, сейчас турист очень избирателен, и он ищет там, где комфортно, дешево, безопасно, красиво, и чтобы было желание вернуться. А вот что мы делаем для того, чтобы у туристов возникало желание вернуться? Ну, надо все-таки отметить, что сейчас структура вообще туризма, она меняется. Появились эти глэмпинги, кемпинги, появляются гостиницы, которые уже со звездами, они давно уже, но сейчас уже мы конкретно отмечаем, что даже на местах прохождения туристических троп есть уже гостиницы, там 2-3 звезды, это тоже здорово. Вот. Что делает государство? В первую очередь, конечно же, мы привлекли субсидии, и сейчас смотрим, наблюдаем и принимаем те плоды, которые были в том году прошлым руководством привлечены, деньги с федерального бюджета, это создание модульных гостиниц и, конечно же, глэмпингов и кемпингов. Буквально до 1 июля мы должны сдать очень большую, такую, много баз. Поэтому я думаю, что сейчас появится очень большое количество мест для размещения наших туристов. И там есть условия, обязательно условия: душ, туалет. Это вот то, что элементарно, казалось бы, но это будет уже условием прописано для выделения субсидии. Туризм сам по себе, он, конечно, многообразен в Башкортостане. Это экологический туризм, это наши прекрасные места, наши национальные парки, их целых 5, 4 ОППТ, это нетронутые места природы. И, конечно же, и там есть туризм. Поэтому и там мы хотим сделать комфортным пребывание наших туристов. Это у подножия, так скажем, перед парками мы тоже будем выделять земли для того, чтобы там началось строительство каких-то мест отдыха. Потому что человек приехал, ему надо там отдохнуть, переодеться, подготовиться к большому походу. Конечно, это же большая южноуральская тропа, там тоже особый турист ходит. Он идет, это такой спортивный туризм, я даже называю, спортивно-познавательный туризм. У нас очень неплохо развивается этнотуризм. Я тоже, наверное, отмечу, что люди хотят приезжать и жить в юртах. Но юрты сейчас должны быть благоустроены. Поэтому у нас появляются и такие комплексы, где у нас юрты с туалетами, с душем и со всеми условиями для того, чтобы там пребывать. Наверное, отмечу в последнее время вот строительство этих музеев, музей кочевых культур, музей Шульганташ. Это такой, скажем, научный туризм. Туда приезжают люди не только просто посмотреть, но еще что-то увидеть, поучиться. Там уже проводятся у нас научно-практические конференции. Это тоже такой вид туризма, где мы совмещаем человека, науку, так скажем, и туриста. Поэтому огромное количество возможностей в Республике Башкортостан вижу лично я как министр. Ну, а как женщина, хочу сказать, да, вы говорите впервые. Кстати, обратила внимание, что половина женщин-министров именно в Российской Федерации по туризму — это действительно вот наши женщины. Поэтому, наверное, здесь по-хозяйски надо подходить. Башкортостан должен быть комфортным и безопасным для туристов. Ну, конечно же, он интересен, тут даже это не обговаривается. Ну вот вы сейчас назвали, что есть разные виды туризма. Это есть и научный туризм, и гастрономический, вот этих направлений очень много. Но вот мы не распаляемся, когда мы развиваем все, как думаете? Ну, наверное, тоже этот момент есть. Сейчас все-таки лично мое мнение и мнение руководства я разделю. Надо усиливать сильные позиции. У нас же есть те как бы протоптанные тропы, куда уже идет человек. То есть что-то в чистом поле создавать, ну это, наверное, хорошо, но когда у нас будет очень много денег, возможности, когда все надоест, уже все будет просмотрено. На самом деле то, что сильно, мы хотим усиливать. То есть туда надо дороги хорошие подводить, электричество, где-то воду, где-то с газом помочь. Поэтому мы будем посмотреть комплексно. Так вот, например, недавно вот была в Каридельском районе, действительно, да, Каридельский район, он всегда был излюбленным туристами.
То есть это там это Павловское водохранилище, просто красота неописуемая. И там сейчас строятся глэмпинги, и они уже строятся по современным технологиям, по современным методикам. Я к чему хочу сказать? Хочется туда помогать, но там не хватает, знаете, вот они построили дом, не хватает туроборудования. Вот я уже этому предпринимателю говорю, давай так, второй год ты будешь подаваться на туристическое оборудование, чтобы ты мог оборудовать это все дело, да, хорошие домики появились, ну что, он поспал, поел, турист, что-то ему надо, хочется где-то покататься, где-то скатиться откуда-то, где-то пройтись, может быть, проехаться на велосипеде. На это тоже будет выделяться денежная поддержка. Как нацелены еще раз рекламировать себя? Хорошо, если мы внутри, да, ну вот мы, жители Башкортостана, знаем шикарный Каральдельский район, найдется чем заняться в Белорецке, а вот люди извне, как поймут, как узнают о нас? Мы сейчас, очень хорошая тема, хороший вопрос вы задали, конечно. Я обратила внимание, что не все знают о потенциале Башкортостана, наверное, так сложилось, мы все равно закрытая республика долго были в этом вопросе. Так, например, в аэропорту Шереметьево появятся скоро баннеры большие, которые будут говорить о том, что какой Башкортостан, приезжайте в Башкортостан. Будут QR-коды специальные запущены для того, чтобы человек мог скачать его и увидеть все наши турбазы, все наши базы отдыха. Безусловно, что наши санатории, профилактории, они очень знаменитые. И вот эту площадку мы будем развивать. Общение с журналистами, с блогерами, со СМИ будет очень активным в этом году. Я думаю, что мы обязательно расскажем о всех новых объектах, о том, что есть. Наверное, так. Но не соглашусь с вами, что башкортостанцы все знают о туризме. Лично я, жительница там Зауралья, потом северо-востока Кегинского района, как будто ту сторону знаю, но абсолютно влюбилась в Гафурийский район, я его увидела впервые. Он же так в глубине находится, в самом сердце Башкортостана. Я приехала, это уникальный район, конечно. И вот туда надо развивать и развивать, туда действительно хочется возвращаться. Район, там такие липы, там такие реки, просто какое-то чудо. Я извиняюсь перед другими главами, что я обязательно буду говорить, что каждый район уникален, но вот лично я для себя открываю районы, будучи жителем Башкортостана. Поэтому еще есть что открывать, дорогие башкортостанцы. Вы говорите о том, что открывается очень много глэмпингов, санаториев, турбаз. А вот на какие средства, за счет чего удается сейчас их открывать? В прошлом году Республика Башкортостан привлекла почти, чуть более миллиарда рублей на развитие вот этой туристической инфраструктуры, я в целом говорю. Там несколько было направлений, и одно из направлений – это создание модульных гостиниц. То есть на каждое место было субсидировано 1,5 миллиона рублей. То есть место создает предприниматель, то ему субсидируется 1,5 миллиона рублей. Конечно же, это место не стоит 1,5, оно стоит ровно 3, скорее всего. Почему? Потому что я смотрю, которые домики сдаются, они действительно в такой цифровом диапазоне. Поэтому ровно 50% с федерального бюджета мы субсидировали предпринимателям, которые хотят расширить номерной фонд. В то же время, например, в Бурзянском районе создали интересный кемпинг, не буду рекламировать, но все равно там он взял небольшую субсидию, всего 2 миллиона, но в то же время он сделал такой хороший современный палаточный лагерь, где могут остановиться молодежь по очень демократичной цене. И много других примеров, то есть туристическое оборудование. Так, например, в моем родном Учелинском районе парк Родео получил хорошую сумму на туристическое оборудование, прорекламировала все-таки, да. Но хочу сказать, что возможности сегодня у бюджета есть. И самое главное вовремя смотреть, следить за новостями, которые на нашем сайте публикуются, и в остальных знать, что действительно поддержка есть. Я не знаю, насколько она будет в этом году такой же суммой. Это было по всей России. Чуть больше решили дать, сказать, слушайте, давайте, чтобы внутренний туризм развивался, давайте дадим. То есть не факт, что будет столько же денег, но сумма тоже будет хорошая. Развитие и появление глэмпингов позволяет вдохнуть, я, наверное, сейчас очевидный вопрос задам, но тем не менее, позволяет вдохнуть жизнь в районы? Безусловно, если создается хороший, качественный глэмпинг, отдых, глэмпинг-парк, глэмпинг какой-то, то это же новые рабочие места, это туристический поток. Единственное, здесь я, как бывший глава администрации, хочу предупредить. Когда мы создаем глэмпинг совсем близко с населенным пунктом, будьте готовы к тому, что не все будут этому рады. Поэтому, да. Почему? Потому что турист, он уже приехал, отдыхать. Он, может быть, ночью будет петь на гитаре, играть на гармошке, где-то может шуметь,
громко брызгаться водой. То есть это не всем нравится, но я хочу сказать, что надо выбирать место вот специально для туристического отдыха, более уединенное. Это я говорю просто как человек, который с этим столкнулся. Поэтому, безусловно, районам это интересно, потому что турист, он едет по дороге, он заправляется на этой заправке, где работают наши же работники района, да? Он едет в кафе, где он там перекусит, где работают наши же работники, где продукты покупают у местных жителей и так далее, и так далее. То есть туристический рубль, он распределяется по многим сферам. То есть, начиная от дорог, там, заправок, кафе и других. Сувенирку купил какую-то, что-то прикупил, что-то посмотрел, приехал, другим рассказал. То есть, работать на туриста надо. Обязательно надо быть гостеприимным. Почему? Потому что он приносит рубль длинный за собой. Вот о длинном рубле тоже интересно поговорить, потому что вот мы всегда обсуждаем, да, с удовольствием бы поехала бы и в наш местный санаторий, может быть, и в кемпинг, глэмпинг, да, побывал бы. Но, как обычно, это вот стандартное, не только мое мнение, может быть, и мнение наших телезрителей, поехала бы, но дорого, как в Турции. Ну, что есть, то есть. Вот оправдываться здесь и говорить, что нет, да у нас не так, действительно дороговато. Но ценообразование, оно действительно, вот оно так и выходит. Нам просто надо сейчас потерпеть, потому что нету конкуренции. Вот когда нету конкуренции, человек, понятно, может поднимать цену так, как ему вздумается. Но ценообразование сейчас очень сложно. Я хочу сказать, что ведь и там, кто работает человек, сам предприниматель, на него тоже люди работают, они тоже все хотят зарабатывать деньги. Туризм, к сожалению, это тоже сезонность. У нас есть сезонность, есть пустые дни, а человек должен платить заработную плату своему работнику круглый год. Поэтому, думаю, ценообразование, оно действительно вот так выходит. Никто там не наживается просто так. Вот. Но сейчас еще раз я хочу сказать, что мы обратили внимание и поддержали те проекты, которые немножко удешевляют себестоимость дня пребывания в том или ином месте. Но, вы знаете, к своему удивлению, несмотря на то, что цены такие у нас высокие, практически вот в санаториях 98% по году у нас загрузка, то есть 2% это вот какое-то межсезонье. По нашим глэмпингам, вот недавно хотели с семьей поехать отдохнуть, позвонила в турглэмпинга, не представилась, что министр, но просто как человек сказали, извините, мест нету до конца июля. Вот. Ну, такие хорошие, раскрученные. Хороший показатель. Хороший показатель, действительно. Вот вы немного предварили мой вопрос. А где вы сами любите отдыхать? И вообще, какой отдых любите? Может быть, вот как раз комфортный в глэмпинге вам и не нужен, а в палатке у водоема? Я, наверное, плохой турист, потому что я, честно говоря, не очень... Вообще, в целом, я такой человек созерцательный. Я там жила в районе, в Кегинском. Там, не работа, а отдых в плане того, что там красота вокруг, везде. То есть, как бы, я не так уставала, да, вообще такая. Я к тому, что вот прям отдыхать, ну, боюсь прорекламировать что-то. Хотели с мужем отдыхать в санаториях, начали отдыхать, но немножко скучно. Подумали, что мы еще молоды для санаторного отдыха. Хотя хорошая тема, и наши все санатории, они прекрасные. Еще раз хочу вот сказать про Гафурийский район. Мы съездили действительно один день туда, были на Сабантуе, потом остались в Красноусольском санатории, тоже открыли для себя просто Красноусольский. Ну, вот, честно говоря, я опять же к своему стыду говорю, что не знала, там столько минеральных источников, этот прекрасный храм, это вот Табымская Божья Матерь и вообще все, что там происходит, людей. Вот это про то, что есть еще религиозный у нас туризм, что люди приезжают на места вот паломничества, это наше и христианство, и мусульманство, вот на Растау или Аулия Чешмахе. Вот поэтому здесь тоже надо на это внимание обратить, мы будем и эти ниши делать. А про себя, ну, пока не отдыхаю, пока работаю, но с удовольствием в любом районе думаю, что можно отдохнуть, потому что условия действительно начали соответствовать нашим запросам. Работайте, чтобы отдыхали другие. Да, пока так. Захрем Улитбаевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, нашли в своем плотном графике место, поделились своими впечатлениями, было безумно интересно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.